Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мое видео, за ваши лайки, прекрасные комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на интересующего вас мужчину. А тема звучит так: ждать его или забыть. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, девчонки, вы все разные, каждая загадала своего мужчину, но раз вы смотрите мою отсыпку, значит здесь информация для вас. Смотрите, по поводу мужчины, которого вы загадали, здесь однозначно мужчина вас любит, да, и не спорьте. Здесь, смотрите, сердце вышло и сердце раненое. То есть то, что вы сейчас не вместе, либо между вами что-то произошло, прям случилось такое нехорошее, разбило ему сердце. Вы скажете: а как же я? У меня же тоже сердце разбито, и у вас разбито. Но его сердце более раненое, и оно вообще больше идет, да, по объему больше. Вот оно ваше сердечко, а вот оно его. Вы сами видите, да? У него сердце гораздо больше, и рана в сердце гораздо глубже, так назовем. Чувства у вас друг к другу есть, и это очевидно, особенно у него. Вижу, что здесь кто-то очень постарался для того, чтобы вас развести. Давайте так, разлучить, развести. Мне почему-то идет развести. Вот не хотели вы расставаться, вы друг к другу стремились. А вот кто-то постарался и развел вас в разные стороны. Его в одну сторону, вас в другую сторону развели. Здесь мне вообще идет как какое-то прямое вмешательство в вашу жизнь, в вашу судьбу. Ворона какая-то вмешалась большим глазом. Прям ворона вмешалась, налетела, сердца ваши поклевала. И даже, знаете, как она с его стороны идет, как его в другую сторону унесла, от вас унесла. Ворона, именно ворона. Это, конечно, общая отсыпка, но идет ощущение, что без магии тут не обошлось. Сейчас я еще вам на оракуле посмотрю. Во-первых, что за ворона и вообще что происходит. Как это два любящих человека, и вот такая нехорошая ситуация между вами произошла. Вот она, видите, с огромным клювом, с большим глазом ворона. Ее унесла от вас. Вот она, ваша ворона, змея. Змеюка подколодное счастье украла. Счастье украла, тучи навела. Магия, я же вам сказала, магия. Ай, Господи, что за люди, что за нравы. Знаете, у вас должны были быть отношения, причем они уже должны были быть семейными, брачными, семейными. Там дерево вышло. А она прям вовремя, как говорится, сработала, так конкретно, четко, методично, и развела вас по разные стороны. То, что между вами произошло, опять же, вы все разные. Кто-то поругался, кто-то просто вот в один момент как отвернула. У-третьих, что мужчине нужно было куда-то ехать, вам в одну сторону ехать, ему в другую сторону ехать. Могли просто у вас его забрать под любым предлогом. Это все не просто так. Это не случайность. Лиса. Но вы видите, да? Ворона, змея, лиса. Господи, что за жизнь? Еще и коса. Ну, прошлась эта лиса косой по вашей жизни, по вашей судьбе. В секрете это все держит, прячет. Но вы-то догадывались, да? Вас сюда судьба привела, потому что мужчина вам для семьи, для счастья послан. А вот она все разбила.
Вот оно, ваше счастье. Мыша, мыша, мыша. Ну, тут женщина старалась. Она очень старалась. Она времени много потратила. И денег, кстати. Для того, чтобы проблемы вам создать. И мужчине проблемы создала, Господи. Но ему больше досталось, чем вам. Я вам правду говорю. Не на вас она делала, на него она делала. На него. У него, кстати, в жизни сейчас, опять ее вытащила, сейчас в жизни у него очень серьезные проблемы начались. На любви его хотела, видите? Любви его хотела через магию любовь его получить. Хорошо получила, что хотела? Нет, нет. Нет, пустой цветок, пустой цветок. Судьбу нельзя перебить, судьбу нельзя поломать. То, что дано свыше, человеку не сломать, не перебить, не отобрать. То, что происходит сейчас, это временный момент, девочки, временный. На какое-то время она его к себе забрала, либо, может быть, просто от вас отвела. Но, опять же, это временно. Я вижу вас вместе, не сейчас, чуть позже. Я вижу вас вместе, причем здесь будет какое-то безумное притяжение, как таким мощным магнитом потащит, ни он, ни вы не сможете сопротивляться. Опять же, вы все разные, каждый по своей причине рассорился, расстался. Но магнит и с вашей стороны, и с его стороны. Прям притянетесь и как оглянуться не успеете, моргнуть не успеете, а уже будете в объятиях друг друга. Что бы там ни произошло, какие бы там обиды между вами не были, но вы будете вместе. Здесь по-другому быть и не может. Так, ладно, мои хорошие. Пару слов о вас хочу сказать. Вы девушка очень мнительная. Так нельзя. Нет, не то чтобы я вас критикую либо ругаю. Я скорее как вам хочу передать полезный совет, который вижу. Вы очень мнительная и очень обидчивая мне идете. Эти качества вам в жизни мешают не только в любви, но и на работе, в каких-то делах, в каких-то возможностях. Вам реально это мешает. Научитесь терпению. Либо обретите такие более качества, знаете, вот на выдержку похожие, на усидчивость, на доведение до конца того, чего начали. Вам это в жизни пригодится. Не только с этим мужчиной, но и в принципе по жизни. Смотрите, вы как-то рано сходите с дистанции. Особенно вот все, что касается ваших каких-то начинаний. Вот что-то понравилось, вы этим увлеклись. Раз попробовали, два попробовали, не получилось. Вы такая, типа не мое. Рано сходите с дистанции. То же самое на работе. Устроились вы на работу, начинаете работать. Там, не получаете достаточно денег, не получаете достаточно похвалы. Вы такая, все, не хочу, ухожу. Нельзя так, мои хорошие. Терпение, выдержка вам нужны. Хотя бы вот в минимальных количествах. Добавьте в себя, поверьте, жизнь поменяется вот в одно мгновение, сразу улучшится. По поводу этого мужчины. Вы не думаете, что он такой легковерный, либо его так легко к себе приманить. Нет, он сопротивляется, очень сильно сопротивляется этой магии. Этой женщине очень сильно сопротивляется. Он ее прям ненавидит. Ненавидит за то, что она вас разлучила. Ненавидит за то, что он должен быть с ней, либо оказался с ней. А по факту он хочет к вам, он вас хочет, и только вас. Здесь вы под счастливой звездой встретились. Не знаю, может быть, какое-то было явление в небесах. Вот счастливую звезду я вижу, которая вас свела. Вы, если помните день, когда вы встретились, просто в Гугле либо в Яндексе поищите информацию, что было на небе в этот день. Счастливая звезда, она вас ведет. Ведет, привела к друг другу и будет вести по жизни. У вас на следующую такую звезду, либо явление в небе, у вас совместно с этим мужчиной что-то прекрасное произойдет. Может быть свадьба, может быть рождение, беременность, рождение детей. Что-то прям чудесное. Либо покупка общего жилья тоже может быть. Крестик между вами. Но судьба. Нам и оракулы показали, что вы судьба друг другу. Судьба. Кстати, вмешательство этой женщины, оно ведь не просто так произошло.
Смотрите, она-то думает, что она разрушит ваши отношения, навсегда вас разлучит, отвернет друг от друга. А по факту все получится наоборот. Лишь только в этой ужасной разлуке вы и он по-настоящему друг друга оценили, по-настоящему стали понимать, насколько сильны ваши чувства, насколько сильны ваши желания, что вам никто другой не нужен, и ему никто другой не нужен. Эта разлука, она идет вам во благо. Вот можете не верить, можете смеяться надо мной, но это идет во благо. Вы больше будете ценить друг друга, вы больше будете дорожить друг другом, и вам легче с друг другом будет, ну не то чтобы общаться, скорее договариваться, да, уживаться. Ведь когда мы ценим что-то, мы это бережем. Да? Смотрите, и вы его будете беречь, и он вас будет беречь. Очень хорошие отношения у вас будут. Вы обязательно встретитесь. Мне вообще, знаете, как идет апрель месяц. Апрель для кого-то прям апрель очень счастливым станет, очень теплым, очень нежным, пропитанным любовью месяцем. Прям апрель почему-то прям стойко. Вот я даже слышу это слово апрель. Что-то произойдет такое яркое, сногсшибательное, и сердце у вас парит, понимаете, душа парит, сердце парит. Счастливые вы. Апрель мне идет. Скорее всего, все уже будет как надо, вы вместе, либо встреча эта долгожданная произойдет. Смотрите, вас я вижу стабильной, вы на месте находитесь. Там, где вы находитесь, там вы и будете. А вот он, видите, голова лошади, он к вам на лошади. Ну, не обязательно на лошади, хотя кто его знает, да. На каком-то транспортном средстве, вот он к вам приедет, он к вам, там, где вы живете, там, где вы находитесь, туда он едет. А вы его вот сидите, ждете. Так что, мои хорошие, все будет. По поводу этой магии, стоит ли вам заморачиваться? Если есть желание, если есть возможность, сходите в храм, поставьте свечи, либо закажите службы за здравие. За себя закажите на свое имя и на имя мужчины. Молитесь за него, как за больного. Да, чтобы помолились, как за больного. Златоуст можете заказать, Пантелеймону Целителю можете заказать службу, вот, чтобы его отмолили, как больного отмолили. Поверьте, это очень хорошо поможет. Плюс, если вы занимаетесь эзотерикой, то есть практикуете, может быть, вы не афишируете, что вы это делаете, но тем не менее, да, вот есть у вас там рабочие обряды, проводите обязательно в строгом порядке. Если мы говорим про любовь, личное счастье, то это делаем на растущую луну. Если снимаем негатив, убираем чистки, то только на убывающую луну. В дни новолуния и дни полнолуния ничего не делайте. Ну, разве что в дни полнолуния можете проводить обряды на красоту. Вот такая вам еще подсказочка от меня. Я вижу, что вы вместе, и я вижу, что между вами вон дерево, понимаете, вот два деревца в одно срастаются, с общей кроной получаются. Вы разные, вы не похожи друг на друга, но тем интереснее будут ваши отношения. Ждите мужчину в апреле. В апреле прям скачет в вашу сторону. Кстати, не пустой скачет, у него дорога за спиной. Значит, он вас куда-то будет вести, приглашать, да, может быть, даже как такую встречу организует где-то. Но явно у вас вот после этой встречи, после того, как вы примиритесь, дорога будет. Дорога. Может, на отдых вместе поедете, может быть, просто там на пару дней куда-нибудь в отельчик, да, вот отдохнуть от людей, с друг другом побыть. Но что-то будет. А может быть, он вас в охапку и к родителям знакомится, да, вот. Знакомить семью с будущей женой, с любовью всей своей жизни. Кто ж знает, вы все разные, каждый по-своему отыграется. Но вижу вас счастливой, и его вижу счастливым. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.